저희 국제부장님 Елена Михайловна Саурова, господа Вивензе, 우시네. 학장님 오늘 만나셨고요. 저희 세종학당장님. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо большое. Я, к сожалению, без визитной карточки, да, спасибо. Здравствуйте. 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 Очень приятно, очень приятно. Да. Ух ты, я что-то не буду. Как раз 2 визитки там. Почему-то осталось. Спасибо большое. Все, проходим. Дариса Ивановна. Как вы долетели, не устали, потому что московский рейс, да? 잘 도착하셨어요? 네, 저희 시간에 맞춰서 출발하고 도착하고 그래서 잘 도착했고 아침 일찍 여기 마중나와 주셔서 편안하게 호텔까지 가서 쉬고 왔습니다. Да, мы без проблем доехали, у нас был хороший полет и также нас встретили так рано утром, потому что мы очень благодарны. Хорошо. Уважаемые господа Минджо, мы рады вас приветствовать в стенах Брестского государственного университета. Еще раз вам представлюсь, я ректор Дамлинов Алдар Валерьевич, представлю проекторов, их ключевых, наверное, которые сегодня будут работать в эти дни, что с вами. Это проектор по научно-исследовательской работе Налогова Виктория Владимировна, она еще работает проектором по международным связям, то есть все, что связано с международными связями у Виктории Владимировны. 다시 한번 올라우드 브리아트니 대학교에 오신 것을 환영합니다. 그리고 저는 브리아트니 대학교 총장이고 저희 부총장님들 소개부터 하겠습니다. 저희 왼쪽으로 앉아 계신 분은 나모코이바 빅토리아 블라디미rov나는 과학 분야 담당 부총장님이자 국제 분야도 국제 문제도 담당하시는 분이십니다. Ну и, конечно, ключевой проект у нас по учебной работе Елена Александровна Урмакшинова. 또한 교육 분야 담당 부총장님 Урмакшинова Елена Станиславовна 계십니다. Начальник отдела по международным связям Каурова Наталья Михайловна. 국제부장님 Елена Михайловна. И, коллег вы уже знаете, Владимир Александрович Родионов, директор Восточного института нашего университета, Иннокентий Германович, это предшественник, но сегодня он человек, который как раз с короля Синджона активно работает, содействует. Сегодня сотрудник научного центра ВНЦ. 오른쪽으로는 저희 동양대학 학장님 라디오노 블라디미르 알렉산드로비치 그리고 저희 올라운드 세종학당장님이시자 전 동양대학 학장님이신 악당오빠 이나켄티 게르마나이치 계십니다. 그리고 지금은 Бурят 과학센터의 연구실을 하나 운영하고 계십니다. Ну, наверное, историю наших взаимоотношений, наверное, пересказывать не имеет смысла, но все-таки хотел бы еще раз вас поблагодарить, лично вас, всех сотрудников Корейского культурного центра, за ту поддержку, которую мы ощущаем в работе и нашего института короля Синджона, и Корейского центра по языковой подготовке. И вообще, надо сказать, наверное, что в Брестском госуниверситете исторически так сложилось, что тема, связанная с связью с Кореей, очень хорошо поддерживается и на уровне преподавателей, и на уровне руководства университета, ну и, конечно, нашими слушателями, нашими студентами. 다리만 선생님, 일단 통역점에서 우리 다리만 선생님이 한국말을 너무 잘하셔가지고 통역을 정말 잘해주시는데 제가 실은 모스크바에 오래 근무하다 보니까 알아듣는 건 다 알아듣거든요. 그래서 좀 시간 절약하게 저기 러시아 하는 거는 번역 안 해도 되고 저만 노모를 잘 못하니까 시네스통에서 하는 건 어떨까요?
Наша Дарья Султановна прекрасно переводит, большое спасибо за перевод. На самом деле я достаточно долгое время живу в Москве, поэтому понимаю то, что вы говорите, но я бы хотела говорить то, что я буду говорить через переводчика, поэтому давайте попробуем. То есть русского на корейский немножко. Ну, перевод. Хорошо. Замечательно тогда. 네. 제가 모르는 거 있으면 물어볼게요. 좋습니다. Хорошо. Ну, еще раз, наверное, давайте все-таки объединяемся вначале приветствия, поэтому слово вам, наверное, прежде всего. 저도 먼저 우리 직원부터 소개해드리겠습니다. 그 직원 2명하고 왔는데요. 한 직원은 지금 다른 행사 준비 때문에 지금 이 자리에 없고요. 우리 우신혜 씨는 저랑 문화원에서 일을 하고 있는 직원이고 또 통역, 제가 말하는 거 통역해주고 있습니다. И тогда я тоже начну с представления своих коллег, которые приехали вместе. На самом деле мы приехали вместе с 2 коллегами. Один отсутствует, так как сейчас готовится к следующему мероприятию. Слева от меня это Уйсун Хэй, которая работает со мной в Корейском культурном центре и также является моим переводчиком. 일단 저희 3명 다 브라티아 처음 왔는데요. 이렇게 따뜻하게 총장님 직접 이렇게 맞아주셔서 너무 감사합니다. И мы все трое впервые в Республике Бурятия, и вы нас так тепло встретили, и господин лектор тоже выделил нам время для личной встречи, за что мы очень-очень благодарны. 네, 제가 한국 문화원 잠깐 말씀드리면 한국 문화원이라는 것은 제외 다른 나라에 총 이제 34곳이 있어요. 그러니까 주요 국가들에만 있는 기관입니다. Корейский культурный центр – это организация, которая есть только в основных странах-партнерах Республики Корея. И на сегодняшний день существует 34 корейских культурных центров в разных странах мира. 전부 대사관 소속으로 되어 있고요. 저도 역시 대사관 디플로마트로 일을 하고 있습니다. И каждый культурный центр является культурным отделом посольства Республики Корея в каждой стране. То есть я тоже являюсь дипломатом, работающим в посольстве Республики Корея. 한국문화센터는 한국 문화를 이제 제외 주제부터 소개를 하고 또 러시아에 저희는 있기 때문에 한러 간의 문화 교류 협력 업무를 하고 있습니다. 그래서 러시아 문화부 또 여러 주요한 문화 기관들과 협력 사업들도 진행하고 있습니다. Наша основная деятельность – это знакомство местного населения, то есть россиян с корейской культурой. И мы также делаем упор на межкультурную коммуникацию между представителями культурных организаций, в том числе государственными учреждениями Министерством культуры России. 그래서 실은 이제 저희 문화원 사업으로 해서 한국에서 이제 어떤 공연단이 온다든지 전시회를 한다든지 이런 큰 프로젝트 사업들도 많이 하고 있는데 좀 아쉽게도 코로나로 인해서 좀 그런 큰 프로젝트들이 어려웠었고 또 지금은 다 아시다시피 조금 이렇게 국제 정세가 좀 안 좋아서 좀 제한이 있습니다. И на самом деле мы проводим достаточно крупномасштабные мероприятия вроде выставок или приглашения ансамбля музыкантов из Кореи и проведения концертов с их участием. Но в связи с затянувшейся пандемией коронавируса мы должны были поставить наши крупные мероприятия на паузу. Но и сейчас в связи со всеми известными международными событиями тоже не так просто проводить крупные мероприятия. 한 가지 이제 마지막으로 말씀드릴 거는 문화원에서 하는 사업 중에 또 가장 큰 비중이 있는 것이 교육 사업이고요. 저희 문화원에서도 세종학당이 있어서 우리 문화원 세종학당은 이제 전 세계에서도 좀 규모가 가장 커서 한 학기에 한 2,000명 정도 러시아 수강생들이 문화원 수업을 하고 있습니다. Одно из главных направлений нашей деятельности – это образование. И также при нашем Корейском культурном центре в Москве существует Институт Короля Сejong. Это один из самых крупных институтов Короля Сejong по всему миру. И каждый семестр у нас обучается около 2000 студентов из Москвы. 그래서 모스크바에도 세종학당 2곳이 더 있고 이제 러시아 전역으로 치면 지금 6곳이 있는데요.
앞으로 이렇게 그 러시아 전역에 있는 세종학당들과 좀 더 이렇게 협력 사업을 늘려나가면 좋겠다 생각을 하고 있습니다. Помимо нашего корейского культурного центра в Москве есть еще 2 центра Сэджонг, и всего по России существует 6 центров Сэджонг. И в дальнейшем мы бы хотели больше уделять внимание и развивать наше взаимодействие между центрами короля Сэджонг и институтами короля Сэджонг по всей России. 그리고 이제 그 세종학당들 중에서 특히 이제 지방 그 모스크바 세종학당을 제외하고는 울란우데 세종학당이 가장 이 역사도 오래됐고 또 학생 수도 많고 가장 잘 운영되는 세종학당으로 제가 알고 있습니다. И насколько мне известно, помимо самого крупного института короля Сэджонг в Москве, институт короля Сэджонг в Улан-Удэ является самым исторически давно существующим и активно ведущим свою деятельность центром. Спасибо. Спасибо большое. Да. Если позволите, уважаемый господин менеджер, на самом деле, наверное, нужно поблагодарить вас за приезд. Это еще раз говорит о том, что наши взаимоотношения по-прежнему крепки, несмотря действительно на эту коронавирусную ситуацию. Мы тоже приостанавливали очень многие мероприятия внутри университета, уходили на дистанционное образование. Но сегодня вот ситуация изменилась, изменились и требования Роспотребнадзора. Уже вот с весны мы проводим большие мероприятия в стенах университета, межвузовские сейчас возобновились связи. Поэтому, конечно, надеемся, что эта ситуация изменится. И очень бы хотели, чтобы наше сотрудничество продолжилось именно в плане академических обменов между студентами. У нас ежегодно студенты выезжали по обменному такому в университеты Кореи. У нас сильные связи и с Канонским университетом, с Пусанским университетом иностранных языков. Поэтому, конечно, для нас это очень важно, поскольку это все-таки практика, языковая практика в самой Корее, конечно, очень важно, и мы понимаем, что это нужно продолжать. Поэтому, конечно, мы готовы здесь к этому сотрудничеству. Ну, нужно сказать, что и в течение всей пандемии вот наш институт короля Сэджонг продолжал работу, и даже в онлайне проводили мероприятия с тем, чтобы как-то не останавливать вот эту работу. И я очень надеюсь, что сегодня вы, посетив мероприятия, которые организованы совместно с вами, ну, наши проявят студенты активности и покажут, что очень готовы к дальнейшему сотрудничеству. Поэтому, ну, лично для меня, конечно же, вот Республика Корея тоже имеет огромное значение, потому что я в свое время работал проектом по международным связям, когда мы устанавливали. Но вот последние 5 лет я работал в комитете по образованию Государственной Думы Федеральной Федерации, и мы очень много, значит, проводили мероприятий, связанных именно вот международным сотрудничеством. И подчеркивал всегда, что вот Корея является одним из наших приоритетных партнеров. На моей памяти даже 2 больших было выезда с участием председателя Государственной Думы в Корею. Я лично участвовал в такой вот поездке в 2019 году, когда мы по линии Росатома ездили к коллегам, встречались с депутатами парламента Кореи. И депутаты парламента Кореи, показывая на меня в составе российской делегации, спрашивали, а почему корейцы, что делать корейцы в вашей делегации? Ну, пришлось объяснить, они такое потом подходили очень много. На самом деле у нас так исторически, наверное, сложилось, очень давние еще исторические связи. Одно время бытовала даже такая научная теория о том, что, я представляю, хорибурят, значит, то в свое время даже этимологию слова хари хорё, значит, обыгрывался и говорит, что возможно, что хоринские буряты пришли из корейского полуострова. Или может наоборот, корейцы, да, отсюда ушли хоринские роды и стали уже в Корее, да, поэтому я думаю, что вот эти исторические вот эти связи в Бурятии, в нашем Бурятском государственном университете всегда будут поддерживаться. Мы готовы еще раз к такому открытому сотрудничеству. И действительно важно, конечно же, это вот культурный обмен, развитие традиций. В чем проблема всего мира, так скажем, да, не будем про политику все говорить, это то, что мало знают друг о друге. Поэтому нужно больше знать про культуру разных стран,
разных народов, тем самым мы больше обогащаемся, наверное. Поэтому в этом смысле Бурятский государственный национальный университет в этом поддерживает такие начинания. И надеюсь, что вот сегодняшний ваш приезд, ваши перформансы, которые будут сегодня организованы в течение 2 дней, они создадут новую возможность для улучшения всех взаимоотношений на новый уровень. В этом смысле мы готовы. И руководство университета, ну я знаю, что и тут наш Восточный институт готов поддерживать. Ну и вообще, наверное, так соскучились уже все по таким встречам, разговорам. Это, наверное, важно. Да. 감사드리고요. 저도 저기 한국 우리 민족이 바이칼로부터 뭔가 이렇게 기원이 됐다 이런 얘기를 들은 적도 있고 또 그런 걸 이렇게 연구하는 학자들도 계신 걸로 알고 있어요. Да, большое спасибо. На самом деле я тоже слышала о том, что корейский народ происходит из Байкальского края. И я знаю, что есть научные исследователи, которые изучают этот вопрос. 그게 이제 그런 말이 생긴 것만 비슷한 게 아니라 실은 이렇게 그 정서라든지 어떤 문화에 있어서도 더 많은 공통점이 분명히 있을 것으로 생각합니다. И на самом деле реальное проведение подобных исследований говорит о том, что мы не похожи не только внешне, но также у нас схожий менталитет, исторические и культурные аспекты. 그래서 아마 그런 것들 때문에 예를 들면 뭐 한국 드라마라든지 이런 것들을 우리 여기 브리아티아 공화국에 계시는 분들이 훨씬 더 이해를 하고 재미있게 볼 수 있지 않을까 이런 생각도 들어요. И мне кажется, благодаря схожести менталитета представители Республики Бурятия, буряты гораздо лучше и глубже понимают, например, корейский кинематограф или сериалы, нежели представители других регионов России. 총장님 말씀하시는 것처럼 이제 이렇게 그 코로나도 이제 어느 정도 마무리가 되고 이렇게 했기 때문에 앞으로 이렇게 좀 더 대면으로 같이 이렇게 만날 수 있는 기회가 많아지기를 바라고요. И как уже упомянул господин ректор, пандемия коронавируса уже сходит на нет, и я очень надеюсь, что в дальнейшем мы сможем чаще видеться вживую и проводить совместные проекты. Да. 그래서 그 이르쿠츠크 초명사관하고 또 우리 문화원은 모스크바에 있지만 러시아 전역을 대상으로 해서 활동을 하기 때문에 같이 협력해서 좀 이렇게 학교에서 세종학당에서 필요한 그런 문화 행사들을 저희가 지원을 할 수 있으면 좋겠고요. 그리고 또 어쨌든 이 대학교이기 때문에 교육 분야에서 협력들도 잘 진행이 될 수 있고 물론 이제 그 교육 분야 업무는 또 그 이르쿠츠크 초영사관에서도 지원을 하시겠지만 저희 문화원에서도 이렇게 필요한 부분이 있으면 지원을 할 수 있도록 하겠습니다. И на самом деле наш корейский культурный центр, хотя мы базируемся в Москве, мы работаем по всей России, поэтому мы можем сотрудничать с любым регионом России при проведении культурных мероприятий, и также мы можем проводить мероприятия совместные в сотрудничестве с Генеральным консульством Республики Корея в Иркутске. И, конечно же, наверное, так как вы являетесь именно образовательным учреждением, образовательной частью, образовательным обменом, прежде всего с вами будет заниматься именно Генеральное консульство в Иркутске, но мы также можем способствовать в каких-то ваших запросах или в каких-то ваших пожеланиях в проведении образовательных и культурных мероприятий. Мы готовы, на самом деле, мы можем даже предложить, я понимаю, что вот долгая пандемия все-таки внесла, наверное, такой вот в обособленность действий всех культурных центров. Понятно, может даже не в этом году, а в будущем году провести вот совещание или как бы, университет может предоставить условия для того, чтобы провести совещание у нас здесь. Поэтому, может, в этом обсуждаемый вопрос с тем, чтобы я знаю, что не только в Москве, не только у нас в Хабаровске, еще где-то в центре, да, в Санкт-Петербурге есть, да? Санкт-Петербург, да, есть, да, вот, чтобы пригласить и обмен опытом уже вот в таком режиме офлайн провести прямо здесь, на берегу Байкала, ну, как бы предложение на будущий год. Понимаем, что сейчас еще этот год, наверное,
последствия пандемии как бы завершаться, здесь иммунитет вылетит. Поэтому надеюсь, что вот такое как предложение мы, может, обсуждаем. Ну а так, еще раз, мы готовы к поддержке любых начинаний, связанных с развитием наших взаимоотношений. Ну, единственное, вот сейчас-то в Корее как вузы работают уже, да? То есть они в бочном режиме работают, да, сейчас? 예. Ага, Да. да? 그 Да. 한국에서는 실은 좀 러시아보다 그 이제 그 격리가 좀 오래되긴 했지만 지금 현재 이제 많이 그 낮아져서 숫자가 지금 이제 다 정상화되고 있습니다. В Корее тоже были более долгосрочные и более строгие меры, карантинные меры, но сейчас все уже нормализуется. Нормализуется. Ну, это хорошо. Ну, надеюсь, что действительно скоро все это совсем уже станет в прошлом. 예. И, да, поэтому для нас, конечно, это очень важно. Ну, по программе вот сегодня 2 мероприятия, да, пройдет. Завтра, я думаю, что вы вернетесь к истокам, Да. откуда ушли, то есть к Байкалу, поклонитесь нашему священному озеру, священному морю и зарядитесь той энергией. 네. Вот на Байкале это действительно вот такая самая большая, наверное, батарейка в мире, которая заряжает ментально людей. Очень многие, приезжая сюда, а потом в следующий раз еще раз приехать. Поэтому, чтобы узнать вообще Бурятию, говорят, нужно приехать раз 5. Поэтому мы ждем вас, чтобы у вас первый этот приезд вам понравился, чтобы вы почувствовали себя комфортно. И мы вообще хотели бы, чтобы ваше пребывание здесь было в такой вот в домашней практически обстановке, чтобы себя чувствовали. Поэтому мы готовы все для этого сделать. 네, 너무 감사드리고요. 정말 이게 오늘 학생들과의 만남 또 내일 바이칼 호수에서 그 바이칼의 전기를 기운을 받아서 모스크바로 기쁜 마음으로 들어갈 수 있을 것 같습니다. Большое вам спасибо, и мне кажется, что и сегодня благодаря встрече с студентами и завтра благодаря встрече с Байкалом я напитаюсь энергией и уже благодаря этой энергии благополучно вернусь в Москву и смогу там уже подпитываться тем, что я напитала здесь. 그 학교에도 감사를 드리고 이제 어쨌든 이렇게 우리 세종학당을 운영해주고 계시는 우리 학당장님하고 또 동양학부에서 많이 신경을 써주시고 그래서 특히 더 감사드리고요. 우리 다리마 선생님 오랫동안 우리 세종학당을 위해서 큰 역할을 해주고 계시는데 총장님 계시는 데서 다시 한번 감사의 인사를 드립니다. И большое спасибо вузу, Государственному Бурятскому университету, и также я хотела бы отдельно поблагодарить Институт короля Сайтём при Бурятском государственном институте, господина директора и директора Института востоковедения, и также Дарина Сардановна, которая долгое время занимается развитием корейского языка и корейской культуры при Бурятском государственном университете. Я бы хотела всех коллег поблагодарить сейчас еще раз. Да, на самом деле это такой вот прорыв за последние 20 лет, наверное, да, вот, чтобы вот так вот, ну, вообще действительно тема Кореи очень у нас популярна. И студент очень активно изучает, и интересуется, поэтому Можно я добавлю? давайте. Я тут забыла, прошу вас написать, сказать, когда вот готовила вам, рассказывала в нашем институте, у нас как раз в 2020 году наши представители нашего института заняли 2-е место в конкурсе сочинений в мире. Фонд Изо проводит такие конкурсы. А в прошлом году наша студентка, слушательница, заняла 2-е место в конкурсе устных выступлений вот, в мире, получается. Вот они, вот одна уже отучилась, приехала к нам сейчас устраивается к нам на кафедру преподавателем корейского языка Виктория Тремпилова. А вот 2-я девушка вот сейчас вот в августе поедет в Корею. Так что все близко. Она вот похвастаться успела. 브레티 학생들이 한국어 발음이 진짜 좋고 언어적인 재능이 이렇게 되게 뛰어나다고 한국 사람들이 잘 알고 있어요. На самом деле нам, корейцам, хорошо известно, что у бурятских студентов очень хорошее произношение, и в принципе они у них очень есть талант к языкам. Ну, вообще говорят, что бурятский язык и корейский язык, они чем-то близки. Те, кто хорошо знает бурятский язык, быстрее выучивают корейский. И это тоже, наверное, может быть исторически где-то все это еще сложно было. Поэтому
Поэтому самое главное, что потом не говорить, что бурятам нельзя участвовать в мировых конкурсах, потому что они хорошо и так знают корейский. Ну, я так понимаю, что сейчас уже у нас предстоят, да, мероприятия, да? В 2 часа. 2 часа. Два 2 часа. начинается, 2 начинается. Если позволите. Да, пожалуйста. Да, Евгений пару Ильич. фраз, да. Я, во-первых, хотел бы еще раз вас поприветствовать, да, и от имени Института имени Каляси Джона, нашего университета, поблагодарить наших коллег-партнеров Пусанский университет иностранных языков, которые оказывают очень большую поддержку нам, да. Причем не только для изучения корейского языка и культуры, но и для получения образования в стенах нашего университета. То есть наши студенты, они получают диплом об образовании востоковедения и африканистика и специализируются на Корее. Вот это первый момент. И второй момент, действительно, вот у нас вот консульство в Иркутске тоже оказывает посильную помощь, и Korea Foundation. То есть это вот все организации, которые в той или иной степени принимают участие в нашей деятельности. И вот нынешний, сегодняшний ваш приезд, визит ваш, это очень такое знаковое событие. Андрей Валерьевич про это уже сказал. Наверное, это первое за вот эти годы, да, вот статусная делегация впервые вот за прошедшие 3 года. И мы очень рады, что это именно вот представители Корейского культурного центра, я имею в виду для нашего института Седжона, для университета в целом. И я просто хотел бы процитировать наших детей, которые говорили о том, вот зачем они изучают корейский язык. Они говорят, вот мы устанавливаем коммуникацию, а коммуникация это результат получения образования. То есть мы учимся общаться. И вот те инициативы, которые мы, наверное, в течение 2 дней от себя, вот от наших студентов выдвинем, я надеюсь, что они будут реализованы, тем более, что вот сейчас, мне кажется, вот все условия для того, чтобы вот это вот начать с новой силой, с новой энергией. Спасибо большое вам еще раз. Да, спасибо большое. Карине, пожалуйста, может, что хотела что-нибудь сказать? Ильич, можно Да. продолжение темы, да, у нас, Пожалуйста. потому что корееведение у нас представлено и как культурное направление, и как образовательное. Я просто от лица директора Восточного института могу пару слов просто сказать, что у нас всего в институте изучается 4 восточных языка. Это китайский, корейский, монгольский, японский, и в этом смысле корейский занимает почетное 2-е место по популярности среди языков, уступает только китайскому языку. И в цифровом отношении это выражается, всего 120 студентов на данный момент изучают корейский язык, из них 86 как первый основной восточный язык. При том, что всего студентов в нашем институте порядка 600. То есть это значительная часть. Еще хочу отметить, что вот уже говорили о сложностях пандемии, но даже несмотря на эти ограничительные меры в эпоху пандемии, наши студенты-кореисты продолжали каждый год выезжать на языковую практику, стажировку в Республику Корея, да, в частности вот Пусанский и Канвонский. Да. Поэтому это тоже говорит о мотивации наших студентов, ну а их уровне владения языком и вообще представлением о Корее, я думаю, вы сами лично убедитесь сегодня и завтра в ходе мероприятий. Вы уже успели убедиться в уровне владения корейским языком одного из первых выпускников Восточного факультета, Дарим Самданна, которая сама заканчивала Восточный факультет и в совершенстве владела корейским языком. Она уже сказала о наших призерах и победителях студентах. Ну и, наверное, в завершении хотел бы немного просьбы, пользуясь случаем, что называется, да, вашим статусом сотрудника посольства. Нам, безусловно, очень важно в будущем нашему университету в целом, Бурятскому госуниверситету и Восточному институту в частности, чтобы, во-первых, наши студенты увеличили, точнее расширили географию поездок на стажировки в города и университеты Кореи. То есть у нас в данный момент это 2, но у нас количество студентов растет, кореедов и желающих и способных уехать на стажировку тоже, поэтому мы были бы признательны, если вы могли как-то посодействовать этому процессу, да, расширения. Ну и, конечно же, наверное, скажу уже от лица всех коллег из университета, мы будем всегда рады, если студенты, абитуриенты, точнее абитуриенты из Кореи, Республики Корея будут в том числе поступать к нам, в Бурятский госуниверситет. У нас целый перечень направлений, специальностей, мы классический вуз, поэтому милости просим, будем всегда рады и хотели бы вашего содействия при возможности. Спасибо.
чувствуете, как Да. наши готовы. Да, и я совсем сейчас забыл сказать, думаю, что мне еще вылетело с головы. Дело в том, что у нас на данный момент учатся граждане Республики Корея, в целом в БГУ, и вот у нас, в частности, в Восточном институте у нас есть и магистранты, граждане Республики Корея, и бакалавры, поэтому Опыт есть. опыт есть, Да. опыт нашей с ними работы, их адаптации у нас. Недавно приехал преподаватель, вы Да. его сегодня уже видели. В этом смысле, я вот продолжаю Александр, коллег наших, Брянское государственное действительно открыто для развития. Сегодня поворот на восток со стороны российской политики он очевиден. Мы здесь активно готовы взаимодействовать и готовы предложить не только языковые обмены, не только по языковым стажировкам, но и по другим направлениям. Сегодня как бы вот два направления, про которые я хотел бы сказать. Первое — это университет будет участвовать в программе «Приоритет 2030». У нас новая программа такая, «Приоритет 2030», Дальний Восток. И там мы собираемся поднять тему, связанную с восточной медициной в целом, да, в целом подготовки по восточной медицине. И поскольку мы считаем, что она у нас еще в России все равно недооценена, желающих вообще в этом поддержать это направление достаточно много. Знаем, что в Корее есть и традиционное, и европейское образование, медицинское направление, причем очень высокого класса. Диагностика, наверное, самая лучшая в мире это в Корее. Поэтому мы тоже хотели бы здесь в этом направлении посотрудничать, именно то, что связано со здоровьем. Я думаю, что это для всех, особенно после пандемии, особенно, наверное, всем понятно, что нужно заниматься этим направлением, и готовы, если вы подскажете, с кем можно выйти вот, на связь, что называется, да, и обсудить эту проблематику. Сегодня это уже целый институт, и надеемся, что это будет продолжаться и дальше, поэтому мы готовы здесь вот это направление поддерживать. Вам большое спасибо еще раз, да, что приехали, откликнулись. Ну, мы 2 дня давайте будем работать, на самом деле, значит, думаю, что за эти 2 дня еще предложения возникнут. Но что мы бы хотели в завершении сказать. Наш университет в этом году отмечает 90 лет. 90 лет, юбилей, и отмечать его мы будем в сентябре. 30 сентября этого года большое мероприятие, и мы бы хотели вас пригласить на это мероприятие. Спасибо. Если у вас будет возможность посетить, мы были бы этому очень рады. И еще раз, наверное, в дни юбилея, еще раз даже можно было бы подчеркнуть, что университет активно развивает российско-корейские связи. Это было бы тоже